Такова горечь поражения. Всего пару часов назад болельщики в желтых футболках пели, танцевали и скандировали «Неймар». 2-1, и полярность поменялась с точностью наоборот. Я не знаю, что случилось. Мы проиграли. Во втором тайме мы играли хорошо, но 2 гола в первом решили игру. Но ничего, бывает. Через 4 года мы попробуем снова. Мы играли хорошо, но это был не наш день. Бельгийцы счастливы и удачи им. Пока бразильцы успокаивали друг друга, фанаты из Бельгии светились от счастья. Go for Belgium! Go for Belgium! Go for Belgium! Это был великий матч. Наша сборная прекрасна. Настало время для победы бельгийских футболистов. Как ни странно, среди 40 тысяч болельщиков мы встретили и тех, кто персонально болел против Неймара. Bye-bye, Brazil! Bye-bye, Neymar! Neymar is going home! Рядом с фанатом из Германии настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Мы приехали с родины Деда Мороза, с Великого Устюга. Матч посмотрели отлично. Ожидали, что выиграет Бразилия, но победил сильнейший. Российских болельщиков, кстати, на стадионе тоже было немало. Как я и хотел, так она и победила. Но единственное... Нет, Францию мы тоже сделаем, не переживай. Я не знаю, что он сказал, но стопудово про это. Кевин Де Брюйне красавчик, Лукаку делал свое дело, ну и, конечно, Куртуа. Это просто супер, вообще тащил, ты видел? А как матч-то? Не, матч вообще огонь. Бразилия-Бельгия — это был последний матч чемпионата мира, который принимала Казань-Арена, и от этого становится немного грустно. Трагедия для бразильцев, счастье для бельгийцев и надежда россиян на сегодняшний матч. И все это праздник футбола, с которого кому-то, к сожалению, приходится уходить немного раньше. Салават Ухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.